Вітаю, ви на каналі Свобода Преміум, з вами Ян Максимюк у Празі, а на сувязі з нами психолог і психотерапевтка Ганна Матуляк. Добрый день, Ганна. Здравствуйте. А з Ганнай мы сёння пагаворым пра тое, як жыць са страхам і як з ім змагацца. Ну, не сакрэт, што ў Беларусі за апошні год страху моцна пабольшала, у разы пабольшала. Я маю на ўвазе не страх як эмоцыю прысутную, ці характэрную усім людзям на свеце. Страх перад цемрай, напрыклад, або страх перад заражэннем каранавірусам, які, вядома, у Беларусі таксама прысутнічае, а перш за ўсё страх як эмоцыю, звязаную з цяперашняй грамадска-палітычнай атмасферай у краіне і з публічным жыццём. Страх звязаны з неймавернай жорсткай рэакцыяй уладаў на тое, як людзі ў Беларусі паставіліся да афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў 2020 году. Ну, каб не быць галаслоўным і засяродзіць нашу ўвагу на гэтай спецыфічнай беларускай сітуацыі, страху, я, з вашага дазволу, Ганна, на самым пачатку прывяду фрагмент вашага расповеду пра тое, як падчас пратэсту летась затрымалі вашу маму. Мы апублікавалі гэтае сведчанне на сайце Свабоды у кастрычніку. Цытую. У бусе, у якім трымалі маму, людзей білі. У прыватнасці дзяўчыну Лену з Магілёва. Яе душылі, ставалі каленам на горла, білі па твары. Мама сядзела побач і крычала: «Не чапайце яе, вы ж яе задушыце зараз». У адказ на маму замахваліся дубінкай і адказвалі: «Молчи, сука, а то і ты сама получыш сейчас». Але ўскосна мама ўсё адно получала. Размах яе удары дзяўчыне прыляталі з такой сілай, што маме таксама ўскосна даставалася. Калі дзяўчына пачала хрыпець, калегі душыцеля закрычалі: «Рома, Рома, досыць, ты яе зараз заб'еш». Пасля таго, як маму і дзяўчыну перакінулі ў аўтазак, у маленькі пакойчык, дзе яны ўдзвюх маглі толькі стаяць, мама спрабавала з ёю пагаварыць. Пабітая, са шнарам на твары, Лена нічога не памятала. Гэта псіхічная амнезія, прыкмета наймацнейшага шоку і траўмы. У аўтазаку мама страчвала зрок ад газу, якім шчодра палівалі ў твар пры затрыманні. Прасіла вады, але вады не далі. У заводскім РАУС афармлялі дзве дзяўчыны. Прабачце за хвілінку сексізму, але ад дзяўчат інтуітыўна чакаеш большай падтрымкі. Але не гэтым разам. Дзве на просьбу мамы: «Дзяўчаты, адвядзіце мяне ў прыбіральню», адказалі хамскім: «Падажджёш». Пасля таго, як мама сказала, што я зараз сяду і схаджу ў туалет проста тут, і мне пляваць, што будзе потым, у туалет яе адвёў некі мужчына. Цяпер мама ляжыць у таксіхалогіі. Жудасны кашаль, ванітуе, ціск 180, незразумела, што са зрокам будзе, бо цяпер не вельмі. Расказвае і плача. Гэта ўсё немагчыма забыць. Канец цытаты. Маё пытанне да вас, Ганна, ў этой сувязі. На што разлічаная такая рэакцыя ўлады на палітычнае іншадумства? Ну, не на тое ж, каб дубінкай і катаваннямі пераканаць людзей паверыць, што ім кажа, у тое, што ім кажа ўлада. А ў першую чаргу на тое, відаць, каб запалохаць, каб выклікаць такі страх, які прымусіць замокнуць усіх, хто хоча зменаў у грамадска-палітычным жыцці краіны. Такі страх, які, канешне, не зліквідуе іншадумства, але выганіць гэтае іншадумства з публічнага жыцця, правда? Я думаю, что это очень похоже на правду. Более того, у нас есть, как сейчас говорят, очень мощный для этого бэкграунд, который связан с множеством репрессий в прошлом, с множеством войн, которые прошли на нашей территории. И в психологии есть такое понятие, как трансгенерационная передача опыта определенного, да, когда мы, наши предки, переживая определенное событие, да, передают как бы нам эти переживания. То есть мы можем находиться фактически в безопасности, да, но мы можем испытывать очень сильные эмоции при малейших триггерах. Поэтому у нас такая, скажем, подготовленная почва для этого, да, то есть слишком большого количества воздействий не нужно для того, чтобы эти страхи возобновились и стали очень сильными, если можно так сказать. То есть есть еще и такая предрасположенность, что ли, к этому. Это наше больное, уязвимое место. Поэтому, конечно же,
это все способствует тому, что у людей эти страхи активизируются и становятся очень, у некоторых уже до паники. Так, ну, як бы скажем, нікому няма сумневу, што ўлады Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў зрабілі стаўку на жорсткія рэпрэсіі і сеянне страху ў грамадстве як на асноўныя метады барацьбы з палітычнымі апанентамі. Іншых аргументаў, акрамя дубінак і турмаў, як выглядае, пакуль у іх няма. Як вы думаеце, якія наступствы можа мець такая палітыка і для ўладаў, і для самога грамадства? Ці магчыма збудаваць эфектыўнае грамадскае жыццё на страху як на галоўнай прычыне грамадскіх паводзін? Страх, как правило, у нас вызывает, ну, конечно, он лишает нас, вот эта эмоция лишает нас в некотором смысле такой функциональности, да, потому что страх, он, в общем, направлен на выживание. Это эмоция, которая помогает нам сохранить свою жизнь или свое здоровье. И, в общем, мы сосредоточены в большей степени, когда испытываем страх на этом. И, как известно, есть три знакомые, да, три известные эволюционно сформированные в нас реакции на страх. Это «бей», «беги», «замри». Реакция «замри» активизируется у нас, когда мы считываем угрозу как более сильную и не способны справиться, да, и это замирание, оно может, ну, мы можем об этом замирании говорить не только как физиологическом замирании в моменте, да, а как о замирании всех процессов жизнедеятельности важных, да, как о замирании наших целей замораживания, наших возможностей, способностей, стремлений к чему-то. Да? То есть мы просто можем быть в некотором смысле парализованы психологически. Это, конечно же, сказывается на нашем качестве жизни. Если мы говорим о реакции «беги», да, то, опять же, эта реакция может распространяться и на те иммиграции, которые сейчас происходят в большей степени, да, когда человек понимает, что да, он противник сильнее, но у меня достаточно сил, чтобы убежать. Включается реакция «беги» на страх, и люди уезжают массово, например. Да, это тоже влияет на общую ситуацию, на настроение, на те процессы, которые в обществе происходят. И реакция «бей» — это реакция борьбы, когда я считываю, что мой противник примерно у нас одинаковые с ним силы, и у меня хватает внутреннего какого-то ресурса на борьбу. И борьба — это может выглядеть как угодно, ну, в том числе диалог, например, да, с властью или с представителями власти, это тоже реакция «бей», потому что это хоть и здоровая, но это акт агрессии, да, это я, ну, предпринимаю усилия и вхожу в контакт с источником угрозы. Поэтому, ну, возвращаясь к вопросу, конечно, эта эмоция, ее переживание в массовом таком ключе влияет на те процессы, которые происходят у нас. Так, у одной з папярэдніх маіх гутарак з псіхолагамі і псіхатэрапеўтамі для свабоды адна суразмоўца падкрэсліла тое, што і вы, што страх можа быць і пазітыўнай эмоцыяй, у тым сэнсе, што ён, ну, не паралізуе нашай волі да дзейнасці ці думання, наадварот. У нейкіх сітуацыях мабілізуе нас прыняць патрэбныя рашэнні, ну, якія дазваляюць нам перамагчы перашкоды ці праблемы. Што вы скажаце на гэты конт? Я вам падам такі канкрэтны прыклад. Наколькі страх, напрыклад, перад затрыманнем ці обшукам можа мабілізаваць чалавека прымаць карысныя для сябе рашэнні ў жыцці? Наколькі, ну, прабачце за парадаксальную фармулёўку пытання, такі страх можа дапамагчы чалавеку перамагчы страх перад затрыманнем ці перад трусам? Конечно, страх, в общем и целом, страх не стоит рассматривать как эмоцию, с которой стоит бороться, потому что это наш помощник, как и любая другая эмоция. И на самом деле у страха, как у любой эмоции, есть шкала, которая начинается от легкого беспокойства и заканчивается ужасом. И в зависимости от того,
на какой отметке в этой шкале мы находимся, да, мы, соответственно, действуем и принимаем решения. Это один момент. Другой момент заключается в том, что страх помогает нам сфокусировать свои мысли и свои действия на той задаче, которая сейчас перед нами стоит. И если я боюсь, например, задержания, да, если у меня присутствует этот страх, то я могу продумать все шаги, как этого, например, избежать, или как себя защитить, или как минимизировать риски этого. Или я могу продумать, ну, в любом случае я могу тогда продумать наперед какие-то шаги, которые мне помогут эту ситуацию переживать. Если же я блокирую эти мысли, да, я не допускаю их в свое сознание, если я отгоняю их всячески, тогда в некотором смысле мы можем говорить, что я утрачиваю связь с реальностью. Да, потому что реальность, в общем, такова, что, да, скорее, ну, есть такая вероятность, да, что задержат. И если я не думаю об этом, значит, я могу что-то важное упустить, я могу, ну, о чем-то не позаботиться и попасть в ситуацию, которая будет для меня шоковой травмой. Да, то есть нельзя сказать, что к этим вещам можно подготовиться, что если я заранее об этом подумаю, да, о задержании, меня задержат, я не буду переживать. Нет, конечно же, это будет, скорее всего, тоже таким достаточно травматичным переживанием. Но одно дело, когда я уже как-то фактически подготовлюсь к этому, да, у меня будут сделаны какие-то шаги, и я буду предполагать, что это может случиться. Другое дело, когда, ну, это произойдет совершенно для меня внезапно. Так, хотел бы вас запитать теперь про такое. Чи в вашей професійній діяльності психолога і психотерапевта здарається сутикатися з людьми, яким треба ваша допомога і порада, ну, бо вони нічого бояться. Мне ось цікаво, конечно, анонімно, я не... люди признаються вам, що вони бояться йти, наприклад, на демонстрацію, або бояться просто поговорити про політику з сусідами? Да, конечно, конечно, очень много разных страхов, да, и появляются страхи, которые такие очень локальные, да, и которые можно назвать белорусскими, условно говоря, страхами, потому что, например, страх надеть что-то в красно-белой гамме, да, он уже существует. Но когда человек проверяет свой гардероб на наличие сочетаний, да, или вдруг обнаруживает это сочетание и уже там, идя по городу, да, и с ним случается вот такой, ну, страх, да, приступ страха. Вот, конечно, много очень разных страхов. Так, магчыма, апошняе пытанне это ці, як бы вы сказали, ці магчыма перамагчы страх, або, скажем так, вылечыць чалавека ад страху, які раней, ну, ад такога страху, які раней не даваў яму эфектыўна існаваць у грамадстве. Ці вы раілі нешта такое, калі хтосьці казаў, што ён вось так баіцца, што яму цяжка выходзіць на вуліцу? Што вы в таких выпадках раіце? Ну, в первую очередь нужно свой страх максимально распознать, потому что в чем вот есть большая сложность у людей? В том, что эти страхи обобщаются. Да? Например, человек говорит: я боюсь задержания. Но нет такого страха, по большому счету. Нет страха задержания, нет страха, там, не знаю, ареста, нет страха увольнения. В этом страхе есть много субъективных опасений каждого человека. Да? Один человек, указывая на страх задержания, боится применения физической силы. Другой человек боится того, что у него мама с больным сердцем, и если она об этом узнает, то у нее может случиться приступ. И фактически он боится за здоровье и жизнь своей матери.
Третий человек боится, что, там, не знаю, у него дети останутся одни дома, и справятся ли они. То есть вот в первую очередь важно максимально понять, чего конкретно я боюсь. Да, потому что если я этого не понимаю, тогда случается то, что в народе говорят о чем, что в народе называют накручиванием, да, когда все, я боюсь задержания, это будет катастрофа, ужас, и все. И вот генерализуется эта эмоция, я становлюсь вся этим страхом, и я не могу уже дифференцировать, мне сложно с ним что-то сделать, потому что я не понимаю, чего я боюсь. И тогда самый первый вопрос важный, который нужно себе задать, чего конкретно я боюсь. И, может быть, даже выписать по пунктам. Следующим шагом посмотреть, что конкретно я могу сделать с каждым пунктом, да, как я могу себя обезопасить, как я могу это предупредить, как я могу это минимизировать. Следующий важный вопрос, насколько реально то, чего я боюсь. Да, вот прям вероятность для себя обозначить. И, может быть, продумать, какие мои действия или шаги увеличивают эту вероятность или, наоборот, сокращают ее. Дальше важный момент. Что самого страшного может произойти? Вот это почему здесь хочу акцентировать внимание, потому что самый распространенный способ, который используют люди в борьбе со страхом, да, это пытаются его заглушить. То есть пытаются отвлекаться, не думать о нем и делать вид, что они не боятся. И вот это большая ошибка, потому что, как я уже говорила, в таком состоянии человек может пропустить важные сигналы, которые помогут ему на предыдущих этапах, да, он их просто проигнорирует. Поэтому, и плюс он будет создавать очень много внутри себя напряжения, которое будет только ухудшать его состояние, в том числе физиологическое. Мы знаем, что психика и тело очень тесно связаны, поэтому, помогая телу, мы помогаем психике переживать что-то, отпуская эмоции, мы помогаем и телу быть более расслабленным. То есть это такая взаимосвязанная вещь. И поэтому вот в отличие от ситуации вообще не думать о страхе и максимально отвлекаться, я всегда рекомендую проигрывать, да, начиная с вот этого вопроса, что самого страшного может произойти, вот в моем страхе, если я его беру, да, и потихоньку, маленькими шагами, вот прямо в воображении эту ситуацию прокручивать, давая себе возможность проживать те эмоции, которые возникают, к тем картинкам, о которых я фантазирую. Да? Вот, там, не знаю, мне звонят в дверь, вот я открываю, в мой дом заходят люди в черном, не знаю, у меня учащается сердцебиение. И вот прокручивать это все до вот момента, до которого это возможно или до которого этот страх длится. Почему это важно бывает? Потому что мы как бы не накапливаем вот это напряжение, которое потом вспышкой в случае случившейся угрозы, да, вырывается наружу, а мы его рассеиваем. Да, мы как бы привыкаем, это немножко дико может звучать, да, но мы тренируем свое эмоциональное восприятие этой ситуации, да, для того, чтобы, опять же, у нас не случилось резкой такой внезапной вспышки, с которой психика, мы не знаем, сможет справиться или нет. Это как, знаете, если про метафору, если впереди бескрайний океан, да, и мы не знаем ничего, что там происходит, и нам вдруг надо поплыть. И вот вы стоите на берегу и думаете, что когда-то мне нужно будет в него прыгнуть, а я не знаю ни какой температуры вода, ни есть ли там акулы, ничего не знаю. И вот этот страх нарастает во мне, да, я его накручиваю, он становится все сильнее, и тем невозможнее прыгнуть. Если я похожу вдоль берега,
поприсматриваюсь, привыкну к этому присутствию на берегу. Если я зайду еще чуть-чуть дальше, помочу ноги и узнаю, какой температуры вода, напряжение станет еще меньше. Если я пойду чуть дальше, немножко, может быть, посмотрю по сторонам, кто-то еще ли плавает, есть ли там акулы и так далее. То есть это все помогает психике немножко сбрасывать напряжение и не скапливать его в один вот такой огромный шар. Так, я вам дякую, Ганна, за такі ґрунтовний адказ. У мене були і інші питання, але ви тут просто у гэтым апошнім адказі на все їх адказалі. І я, може, яшчэ запитаю вас, павінен быў запытаць на самым пачатку, а як цяпер адчувае ваша мама пасля такіх траўматычных перажыванняў падчас атрымання? Як яна сябе адчувае цяпер? Ну, самое главное для меня, как для дочери, что мама сейчас находится в безопасности, что она вот физически в безопасности, чувствует она себя хорошо, бодро, конечно же, немного скучает по привычным своим заботам, делам, сильно скучает по нам, по внучкам. Наша старшая дочь заканчивает 11 класс, и она очень вот там, конечно, переживала, что не была на последнем звонке. Вот. Ну, то есть, скорее, такие вот переживания, связанные с тоской по дому и по родным. Добра гэта пачуць. Я дзякую ўсім за цярплівасць і ўвагу. Нагадаю, сёння госцем каналу «Свабода Прэміум» была псіхолог Ганна Матуляк. Мы гаварылі з ёй пра страх у беларускім грамадстве і пра тое, як з ім жыць. Падобнага кшталту гутаркі з псіхолагамі і псіхатэрапеўтамі мы намерваемся працягваць і ў будучыні. Сачыце за абнаўленнямі каналу «Свабода Прэміум». Вялікі дзякуй, Ганна, за размову. И вам спасибо. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.